Археологические находки, поступающие в музей, они только на первый взгляд кажутся ничем не примечательными, и лишь специалисты могут оценить их подлинную ценность. Сегодня предметы старины находят повсеместно обычные люди при строительстве дома, когда копают ямы для колодца или могилы. Вот, к примеру, эти археологические находки обнаружили два жителя сельского поселения Яндари и передали их в фонд Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Житель селения Яндари Кадзоя Умалат передал нам музейные предметы, найденные на кладбище в глубине 1,5 метра. Но это предметы, мы здесь видим уже амулеты, можно сказать, талисманы. Они бронзовые, датируются 7-9 век, но такие предметы встречались 3 век до нашей эры. Это амулет в виде человека. Здесь мы видим амулет в виде человека в головном уборе. Раньше наши предки пришивали его к шапке или вешали на кулон. Амулеты. Они имели самые разные формы, и главное их предназначение было защита от темных сил. Вот, к примеру, этот имеет форму кольца. По словам специалиста зала археологии Розы Измайловой, у оберега есть несколько условных названий – шипастый, шишками или с налепами. У нас здесь кольцо с шипами 9 шипами. Еще встречается кольцо также с 4, 7, с 11 налепами. Но суть в том, что его мы могли подвешать как кулон или завязать с 2 сторон. Именно вот талисманы и амулеты могли носить и женщины, и мужчины, даже и дети. Археологические находки специалисты и обычные люди обнаруживают не только в горной части республики, но и на равнине, каждая из которых при тщательном изучении дает какие-то новые знания о жизни людей. Если ранее многие из них лежали на глубине земли, то сегодня, в эпоху, когда идет строительный бум, они всплывают на поверхность. Строят дома жилые, строят уже государственные учреждения. И таким же образом, каждый раз, когда люди уже строят, копают ямы, фундамент, они находят нам эти предметы и передают. У нас очень много исторических артефактов, которые находятся под землей. И хочу сказать им большое спасибо за это. Еще один житель Яндари, Амирхан Султыгов, при строительных работах на глубине 5 метров в своем дворе обнаружил большое количество предметов бытового назначения, многие из которых сохранились в хорошем состоянии. Они датируются где-то 9-13 век. Здесь мы видим уже керамический кувшин. Кувшин из коричневой глины, носик со сливом. Также видим 3 ручки. Смотря на эти 2 ручки, могу сказать, что этот кувшин служил для питья воды. Каждый мастер накладывал свой отпечаток на созданный им предмет. Мы видим это в орнаментах археологических находок, найденных в котловине в Яндари. Но у нас очень много есть кувшинов, которые имеют разные орнаменты. Эти орнаменты есть зигзавидные, ромбовидные, есть точками. И здесь мы видим уже орнамент это в полосочку. Среди находок есть и наконечники стрел. Если более ранее такие предметы изготавливались из растительных материалов, того же дерева, костей животных и имели самые разные формы, то среди новых поступлений наконечники железные. И были они несколько видов. Есть у нас ромбовидные наконечники, есть листовидные, есть двухрогие, бронебойные. Но здесь мы видим уже наконечники ромбовидные и листовидные. Двухрогие, они предназначались большинство для ловли рыб или для охоты. А вот такие вот наконечники стрел пробить кольчугу или щит они не могли. И поэтому уже постепенно люди стали изготавливать бронебойные. Бронебойный наконечник стрел был тонкий, острый и легко пробивал кольчугу и щит. Сегодня этот предмет используется все меньше в быту, но когда-то без топора не обходилась ни одна семья. Железные топоры – еще один предмет коллекции вновь поступивших археологических находок. Топор, он был как боевой, он был охотничий топор, также бытует в хозяйстве, пользовался. Но боевые топоры, они были более совершенны из всех топоров. Он отличался от других топоров, и на них наносили орнаменты. И рукоять делали из дерева или реже из кости. Некоторые из этих предметов использовались в быту, другие в ритуальных обрядах, а что-то являлось украшением. Здесь мы видим женский браслет, он очень уникальный, с орнаментом и безумно хорошо сохранился, бронзовый. Также мы здесь видим кольца женские, колокольчики, это колокольчики мы знаем, что отпугивали злых дух. Также мы здесь видим скребок. И
кухонный нож и еще многое другое. В зале археологии присутствуют исторические находки, начиная с эпохи бронзы, принадлежащие к разным культурам – куро-аракской, кабанской, аланской, малькопской. И поэтому все желающие могут познакомиться с предметами старины, в том числе и вновь поступившими экспонатами, которые выставлены экспозицией выставки музея.